Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Оперативная обстановка на контроле. Рамзан Кадыров провел совещание с силовым блоком региона. Устранение последствий паводков, успехи чеченских бойцов в зоне проведения специальной военной операции и не только в нашем эфире. Миллион тонн цемента в год. Это один из наилучших проектов не только на Северном Кавказе, но и в Российской Федерации. В Чире-Юрте почти готов к запуску новый производственный комплекс «Чечен-цемент». Творчество без рук. Он рисует в технике масляной живописи, передавая всю глубину и выразительность образов. В Грозном представили работу художника Евгения Кудашова. Оперативная обстановка в регионе, ход специальной военной операции и обеспечение бойцов из Чеченской Республики в центре внимания. Рамзан Кадыров провел совещание с руководителями силовых подразделений субъекта. Было озвучено и то, что уровень преступности снизился до минимума. Какие задачи были поставлены, далее в сюжете. Открывая встречу с представителями силовых структур, Рамзан Кадыров обозначил темы совещания, одной из которых является устранение последствий, вызванных паводками. В подтопленных населенных пунктах необходимо в кратчайшие сроки закончить восстановительные работы. В этом общественная безопасность и охрана правопорядка также хотел бы услышать информацию о текущей оперативной обстановке и о том, как обеспечивается правопорядок в подтопленных населенных пунктах, а также о подготовке к предстоящим выборам. Подразделения МВД и Росгвардии с первых дней участвуют в СВО. Бойцы из республики на деле доказали свою эффективность и безопасность. Достаточно ли ресурсов для выполнения всех поставленных задач? По словам министра МВД по Чеченской Республике, на территории субъекта обеспечивается безопасность множества мероприятий, которые запланированы в этом году. Число зарегистрированных преступлений в 2026 сократилось до минимума. По итогам 3 месяцев 2026 года число зарегистрированных преступлений в Чеченской Республике сократилось на 2%. Чеченская Республика остается одним из самых безопасных регионов страны. Все это результат вашей мудрой и созидательной политики. Благодаря комплексным мерам, принятым сотрудникам полиции, общая раскрываемость преступления составила 80%, что на 21% превышает среднюю раскрываемость по стране. Обеспечена безопасность в период 465 публично-массовых мероприятий, где не допущено ни одного нарушения и преступления. Ежегодно увеличивается количество туристов республики. Рамзан Ахматович, по вашему поручению принимаются меры, чтобы каждый гость чувствовал себя в безопасности. При обеспечении общественного порядка и безопасности граждан привлекаются все силовые структуры Чеченской Республики. Также хочу отметить, что МВД по Чеченской Республике единственный территориальный орган среди всех субъектов, принимающих участие в специальной военной операции. Рамзан Ахматович, ДРС Хелон, ибо от унелерна Росгвардии, Минобороны, на передовой воевежрида лочбу, где-то около 200 человек каждый на 3 месяца добычбу, каждый начальник, каждый командир, хабатан, хицал уже по несколько кругов, я думаю, хавюкшбу, мелдолума, вой аманажи, фонду, вой мехнан, эманус, ахалат то, что дал садуэлы, аманажинди. В целом, по стране вел недокомплект в республике, молодежь была его. Период ликвидации последствий стихийных бедствий, связанный с ухудшением погодных условий, МВД по Чеченской Республике совместно с Советом Безопасности были проведены мероприятия по эвакуации из затопленных населенных пунктов граждан и их имущества. Выделено необходимое количество сотрудников и автотранспорта.
Субъект остается одним из самых безопасных в стране. Аслан Ирасханов не оставил без внимания и тему многоуровневых выборов, которые состоятся осенью. Они также будут находиться под надежной защитой. Сотрудники находятся в полной готовности. В настоящее время оперативная обстановка республики контролируется правоохранительными органами. Предпосылок к ее осложнению не имеется. Любая поступающая оперативная информация со всеми силовыми структурами Совета безопасности Чеченской Республики отрабатывается в полном объеме. Обеспечивается правопорядок, безопасность граждан проведения массовых мероприятий. В период подготовки и проведения выборов «Единый день голосования» предусмотрен комплексное совместное мероприятие по обеспечению оперативного прикрытия избирательных участков, прилегающих к ним территории автодорог. До начала выборов будут проведены комплексные обследования мест для голосования, принятия их под охрану. В республике проводятся досмотровые и профилактические мероприятия по проверке жилого сектора и выявлению лиц, склонных к совершению преступлений. Задействованные в мероприятии сотрудники находятся в полной боевой готовности и продолжают выполнять поставленные задачи. Все силовые структуры по взаимодействию Совета безопасности Чеченской Республики готовы на высшем уровне обеспечивать безопасность в период подготовки и проведения выборов. Для этого, благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмада Абдулхамидовича Кадырова, у нас имеются все возможности, силы и средства, а также нами накоплен опыт и проведение мероприятий любого масштаба. Рамзан Ахматович, по вашему поручению был разработан план с оперативным штабом Росгвардии, Минобороны для обеспечения безопасности в случае угроз нападения использованием БПЛА. Опасность объявить инженер, бег командир, начальники, век руководства идут на работе и даяллать. Сюда беж бобон, далмула, вы ама даже не да. Тханчу асинош мелду, де бюси дочь, а выгодух алауш, далауш вала, ахмад сила Аллаху акбар. Работа каждого сотрудника важна, и чтобы порядок соблюдался повсеместно, необходимо оставаться сосредоточенными, подчеркивает Рамзан Кадыров. Субботники радуешь, шей бабинат сахабелах спишешь, квартиры бандош. Председатель правительства региона Магомед Даудов рассказал, что повреждены не только домовладения, но и объекты инфраструктуры. Подтоплено 4360 домов и придворовых территорий в 39 населенных пунктах. Размыто 439 участков муниципальных, региональных и федеральных дорог. Повреждено 54 моста. В зону чрезвычайной ситуации попали 92 социально значимых объекта, в том числе 44 образовательных, 36 зданий здравоохранения. Правительственной комиссией принято решение о повышении до федерального уровня режима ЧС. Продолжаются работы по восстановлению жизнеобеспечения населения. Освобождены от воды все затопленные 3008 домов. Восстановлено 70 объектов энергетики и 51 поврежденный газопровод. Одобрены выплаты по 6206 заявкам. Они уже начались. Повреждены социально значимые учреждения, объекты дорожной инфраструктуры и энергетики. 159 объектов отрасли ЖКХ и благоустройства. Частично повреждено или полностью разрушено 559 домов. Размыто 8 защитных сооружений и 1 здание органа государственной власти. В зону ЧС попали 92 социально значимых объекта, в том числе 44 образовательных учреждения, 36 объектов здравоохранения, 6 учреждений культуры и 4 объекта социальной защиты. Проводится работа по оказанию единовременной материальной помощи пострадавшим жителям. В настоящее время одобрены выплаты по 6206 заявкам на общую сумму 87 миллионов рублей. Выплаты средств, Рамзан Ахматович, уже начались. Также, Рамзан Ахматович, по вашему поручению особо хотелось бы отметить, دائم ديونا وسوسيج شو عشي قردو إزديون شو بركل ديدريز أول هنا مخدا ليرمي أماننا ومخدان إيمن شو إتدينا ديونا إذا مثلا دقدوش دوز شو شو يوش خصوم يوش شا شي دنيا والشاني ديون شا ملعق ديونا
كالر ديل مسومن ديل لا ام بوديون ديل بوربنز الحمد لله ديل خاستن بو ولا ويسر تغلت شي خصم يوش ويسن ولتغنا تحني تشيسي تشويش يريجي انالني يا فيدرالني يوري وين سولش обычно وين غوش ديك دو از دون эмфацаж дайлен юшун эмфацаж شدولا دول شكير чуло я наксан شو эц эмфацаж دونا شيخل ديش دول كير سيني شو تشق دولا ديون شو عدلو غدي دو наксан ازيق اتاكيغت يشغل حي بقى اس اولش программирам замар سو идаж приниматься до кирш а порученица تحني دي كيرتي تسويش يچو دونا بيلغل داق لا سونيزم تسيغح شينا شو خدال زيخل والتقش بريت ازرو اشتغل ليش دينا ديونا وكير شدلك بوخ استعد عبيوش بو شو تسير كير شدل ريح وجردات شو هون اشتق ديونا كير تحقيق شغل تاق قص اسلوغي تشوال يديون شيت ايوان تحكير تسويش على وعي ديونا خلق وي ديونا لبوم سوچي يا زاك سير تيوش ديونا يا ام ودير زبروست ايوش يا فايز بينك يوش تسير يوش ساعه رمزاوانش حبرو تشينيتس موسو امفاتسيش موسو министерство ведомство военных даже привлечь бин компьютер ждён, моссу маэдён, добавить ит прит атейл и бог вы полностью дён нам замача. И на данный момент вы берит эзер заявки кинчух дёна, вы уже чувакна габ вейт эзер тагу, эт вейт эзер тагу уже ёх эзер сон дёна, цан ели ещё выплата ещё дакачина. эт цинваштин дол нах қицадён дедрез хлил дал садвел дох шейдаш хала дох дол шей цинваш اتول يخزع دقي ديونا يكاش توني داسر بوش ديونا يبركل دعالا اول عند خمس سيري صراحه من اشتقي دي وي جرجر مس سيري ديون يقع جرجر ناخ بو ديون تاعتير دوك حاش ديون حيقوم دوك حاش ديونا تخوت اس ناخ او دقي ديون رمزا ماش ديرس خليلون ويت بلاني يمين تش اسولش بلان ديونا يك правительство администрации وهو شعبول وين نشتيح اتس بيسن جمسيح نودنا نيولشنا بيسن شدالش يك правительство كندوه ودعيغه تنشينها هو شعبول وين الشيف داجه زيم يق ماشي خي يغيتلو شياتر هقار شيء اورال ترخبستو اورال شايالين شاش دون اناخ تشور تير يسن يول دون باخ مصومات ايوش دون دوق داقليتر هقار ديريس ريل. Глава Чеченской Республики задал вопрос, касающийся темы специальной военной операции. Руководитель регионального оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что с начала ее проведения из Чеченской Республики на защиту интересов страны отправились 70 880 бойцов, из которых 24 790 добровольцы. В настоящее время задачи выполняют около 14 тысяч бойцов из Минобороны, Росгвардии, спецназа «Ахмат» и сводного отряда МВД. За мужество и отвагу отмечены более 12 тысяч наших воинов высокими государственными наградами. При этом реализуют 30 мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям в сфере здравоохранения, образования, курортно-санаторного лечения, льготы по транспортному налогу и ЖКХ. Премьер-министр особо отметил роль регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который закупает все необходимое от амуниции и питания до тяжелого вооружения и техники. Росгвардия МВД совместно арях могшуй. Цель эффективность в целом по России даже выдахитин обычно диона противовоздушной техники ла рамза именно дион это мог результат дикие вая и результат яю дейл там дион вай мага именно Минобороны я это комплекс дион противовоздушной обороны ю рамзамаш дина буси дион контроль ешуз хун алча yok техникуз рамзамаш галялар дион сирси хулцна и комплекс да на бобеш латичон реб системш сотнями дион дахитина вай шо нохчи полностью эшелонированный олцна цайшелон шешелон койшелон плюс наксан воздушный тревог хули ша министр внутренних дел начальник управления Росгвардии его арош береги араболиш дион вообще связь диона дел и там замач диона и аводиона дик даляцой плюс фонду мобильной огневой группы мощи кетча на рамзамач сут дух йилтейли шумхул начноведение хол виш дион прицел школ эстях диона фонду мосу дион могана тун үш долом тун лата деше година годяшду مسيري تصرخ ديونا بركليز ديرز على ويفون كيغل وشي تصرخ دال غازوت قبل دوتن ومحكدان امانون ديرز خليل دال садвал сумел дештулхум. Принятые меры позволили существенно повысить уровень защищенности воздушного пространства, укрепить безопасность населения и обеспечить надежную защиту объектов критической инфраструктуры. Уважаемый Рамзан Ахматович, на сегодняшний день
текущие расходы регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, Далгазут Кобалдуэльца, на поддержку СВО составляет 43 миллиарда 420 миллионов рублей. Позвольте выразить вам и президенту регионального общественного фонда, уважаемой нами Аймане Несиевне, огромную благодарность за неустанную и полномасштабную поддержку наших бойцов. Безусловно, ваше внимание укрепляет боевой дух и решимость наших воинов мужественно сражаться и самоотверженно отстаивать интересы нашей Родины. Мы твердо убеждены, что победа будет за нами. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Оперативный штаб должен всегда обеспечивать защитников Родины всем необходимым, подытожил глава субъекта. Ведь они ежедневно рискуют жизнью ради безопасности страны, вне зависимости от времени. Кроме того, должны быть поддержаны их семьи. Mayrabu, Akatina Zdash, Kocheshbodon, Sundelsan, Ushdon, Shadirgidon, Stabodon, Latodizon, Latsadadon, Dakbalbalobaston, Dwambalobaston, Sundel, when Masana Hadiz, Ushway, Lurbabish, Pumosa, what's it all the dishes, it's about all the dishes, that is on, Uchasna, so Drizzledon, Sadak person, Bish Pass, and Mani should is on Hadish, Lustaban, Sundel. We masala don, tatel don, ahiga we tuurdu, tatul sabana that's don, scheidnish durch, sionism that's fascism that's don, bühum schodin, velur bühum don, da noch chi bolshum don, da guluboy bolshna, mrabietosh, waho insani don, ashbudas don. Shek taboch don, told us it's not you but on not you, the leaders to taboch don. But not you, the leaders in not you don. A chipen shook das don. Оказание помощи бойцам осуществляется на всей линии фронта, а также дома, по месту дислокации. Благодаря отменной работе Совета Безопасности и силовиков каждого военного ведомства обстановка на территории субъекта всегда спокойная. Более того, они принимают активное участие в поддержке бойцов, находящихся на передовой линии в борьбе с внешним врагом. После завершения встречи с силовиками главе региона показали фотопортреты, установленные в здании правительственного комплекса. На них изображен Грозный после печальных событий 90-х. А кроме того, есть уникальные исторические изображения города после его основания, более 200 лет назад. هر واحد دول أصلاً مستوى هر بيشخدني ده خطوة ده هو حيري ماري هين هر مسلم رايك يقدر يكنا شامت وطور ده هو مست بيشخدني هايو عنده إيش ده هر تنا اليوم كلام بدون هينز عم باتر إيش تابول شوي بيش عم بخبر نفتكر باتر شو زود يوم على خلو هر دو تشيخوفسكي بيبليوتيك لوتشين حلو هذا Jo, hade ju märkt som Shalapin var och pristroit där kvarteren relatar så tsarski rimna I vat I Nisarbo ist krasmo tins voi berktjola ui et hayolme. Znači profter učilište khidla testinca Francija aldonče. Testinci už har par kilo. Jo, народный сад, Колизеем. Hara hinza Первомайский улиц Пацва, Киши, Хрущев, площадь Овчев, арки Ютимер, это въездную арку города. Хара уже вид крепости Грозный, самый старый, сюрти, да, Дилан картиду, Гаха, заложить, крепость Грозная. Это долгий штат. Очень диванчики, лечи, рахту, мабеланчи, кинчки, шлучун, зобрдечен, хажи исторический, он именно мой чеченский художник Швы, царь бин Ваху, современный. Лехтин картин Шифаруч, Нигма, Меттеф, Рабту, Второй современный художник Швы, Ништ, Да, что ищет, Дилан, да, царь, в кабинете, очень. ما تقبل لك ولا شعب ما بالحاضر ما بالاسيا دايرس السي دول شوي انشتغل يا جنبه نقش مت ريجيوني وقتي ان بطل مرز دلش ملا هي توت كابينيت شو كوديت ريجيونا وان واتس
oda idősebb bavadán szídva, ez speciális, ájégen madác, a te halváztak. Сейчас от тех событий нет никаких напоминаний, кроме фотографий и видеохроники, а все благодаря дальновидной политике региональной власти. Турпа Лолита Исумов, Моусер Хаджиев и Сайдселим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В Субъекте достраивают вторую линию завода «Чеченцемент». Новый комплекс будет работать по современным экологичным технологиям и выпускать более 1 000 000 тонн цемента в год. Что это значит для строительной отрасли региона, расскажет Рамзан Абоев. Путь известняка к готовому цементу начинается здесь, на этом родоскате, откуда порода отправляется на дробление. Предприятие «Чеченцемент» нельзя построен прямо у карьера. Это обеспечивает бесперебойные поставки сырья и экономит ресурсы на логистике. Производство растет, и совсем скоро здесь запустят новую линию. Поставщики и подрядчики оценили промежуточные итоги строительства второго завода. Объем инвестиций, который уже освоен, они составляют уже 11 миллиардов рублей. Это где-то 90% выполнено строительной работы, где-то на 80% идет поставка и изготовление оборудования для нового завода, и процентов на 70 идет монтаж оборудования. Тут параллельно эти все процессы: и стройка, изготовление оборудования, и монтаж оборудования, они как бы идут в непрерывном цикле. Проект развития предприятия предусматривает строительство второй линии по производству цемента, а также возведение цеха помола и дробильной установки. Это один из наилучших проектов не только на Северном Кавказе, но и в Российской Федерации. С 2024 года Чеченцемент является членом Союзцемент. Чеченцемент – это один из самых наших ответственных и дисциплинированных участников. И это исключительная ситуация, когда цементный завод в условиях санкционного давления смог реализовать и сейчас реализует проект по развитию, возведению новых мощностей. Завод будет оснащен передовым оборудованием. Он позволит производить цемент экологичным и менее энергоемким, сухим способом в соответствии с международными стандартами. Детали строительства уже обсуждают за столом вместе с турецкими и белорусскими партнерами. Вопросов с финансированием, я как генподрядчик по поставке оборудования могу сказать, что здесь все в рамках договорных и даже лучше, потому что мы с Абдулхамидом, когда обсуждаем вопрос, что что-то нужно срочно, находим, он изыскивает возможности оплачивать даже не в рамках того договора, который у нас есть, а чисто по-джентльменски. 1 200 000 тонн цемента – такова годовая производственная мощность будущего завода. Его строительство завершено уже на 90%. Амбициозность этого проекта Рамзан Кадыров обсудил с исполнительным директором Союза производителей цемента Дарьей Мартынкиной. Я впечатлена, Рамзан Ахматович. Вот, по приглашению Абдулхамида Сайпаевича посетили промышленную площадку предприятия, обошли ее с экскурсией, оценили готовность к запуску цементного завода. 90% всех основных работ произведены, смонтировано основное оборудование. И в ближайшее время, как говорят коллеги, предположительно до конца года планируется завершение проекта. Так долго, да? У нас, как говорится, параллельный импорт. Изготовим у нас российский производитель оборудования. К сожалению, программное обеспечение у нас не совсем российское. И мы очень много работы проводим. Можно сказать, специальные операции тоже проводим за границей, чтобы именно программное обеспечение у нас было самое лучшее в мире. В условиях санкционного давления введение новых мощностей в цементной отрасли – это исключительное событие. Я считаю, что коллеги под вашим руководством совершают буквально героический подвиг, сегодня вводя такие мощности в эксплуатацию и строя завод. Это будет самое современное предприятие, одно из наиболее прогрессивных, построенное по сухому способу производства цемента мощностью 1 миллион тонн. Причем одно из самых прогрессивных не только на Северном Кавказе, но и в целом в Российской Федерации.
Чеченцемент – крупнейший производитель строительных материалов и одно из наиболее динамично развивающихся предприятий стройиндустрии региона. Запуск второй линии производства позволит создать 200 дополнительных рабочих мест. Спасибо большое. Спасибо, что приехали сами, посмотрели и дали такую оценку нашим специалистам. Мы стараемся делать все, чтобы не старое было, а новое поколение было. Когда мы начали строить кирпичный завод, это еще нигде не было, даже в Германии не было. После этого мы построили там разливную минеральные воды, соки. И потом приехали инвесторы, они посмотрели наши объекты и сказали, с вами можно работать, вы работаете на перспективу. И так начали мы развивать республику. Мы стараемся идти на шаг вперед. Совершенно точно это получается, идти на шаг вперед, и во главе угла стоит забота о людях. Я уже второй раз посещаю цементный завод и не могла не обратить внимание на то, что здание бывшей пекарни, оно модернизировано, перестроено в самый современный учебный центр. И там повышают свою квалификацию работники предприятия и те, кто проживает рядом с заводом, для того, чтобы в будущем работать на новой линии. Кроме того, завод реализует очень важные образовательные проекты, в том числе совместно с Грозненским государственным нефтяным техническим университетом имени академика Миллиончикова. И будет создан соответствующий образовательный кластер. Мы, как Союз Цемент, тоже очень активно сотрудничаем с прекрасным университетом, который обеспечивает качественную образовательную и научную базу. Высокие темпы жилищного строительства диктуют постоянный рост спроса на качественный цемент. Запуск завода полностью обеспечит потребности местного рынка. Я хотела бы от имени цементного сообщества к вам обратиться. Только при вашем одобрении, по вашему поручению и при вашем непосредственном участии возможна реализация значимого для республики проекта по строительству нового цементного завода. Вы заложили капсулу в его основу. При вашем решении предприятие стало системообразующим, и мы видим очень четкие перспективы в развитии, в том числе вхождение в особую экономическую зону Грозный и развитие целого кластера промышленности строительных материалов. В связи с этим «Инносоюзцемент» было принято решение наградить вас орденом первой степени за особый вклад в развитие цементной промышленности Российской Федерации. Поздравляю вас от профессионального сообщества. Ахмад Сила. Скоро стартует исследование горных массивов с целью разработки более эффективных стройматериалов. Для реализации проекта подписано трехстороннее соглашение между китайской инжиниринговой компанией, Грозненским нефтяным университетом и научно-исследовательским институтом. Чеченцемент ведет свою историю с 1973 года. За 50 лет предприятие пережило многое, от полного разрушения до масштабного возрождения. Сейчас это надежный производитель, который бесперебойно снабжает регион высококачественными строительными материалами. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Выставка под названием «Творчество без рук» открылась в Грозном. Ее автор – лауреат международной премии «Филантром», член Союза художников «Солярис» и руководитель проекта «Реабилитация через искусство» Евгений Кудашев. Экспозиция прошла в Государственной галерее имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подробнее в следующем сюжете. Кисть зажата зубами, а на холсте рождаются яркие, жизнерадостные краски. Так пишет свои картины Евгений Кудашев. Выставка его работ под названием «Творчество без рук» открылась в Чеченской Республике. За значительные достижения в творчестве медалью академик Петр Захаров награждается. Горовских Кудашев Евгений Викторович. В 2017 году после тяжелой аварии Евгений лишился кистей обеих рук и возможности ходить. Во время долгой реабилитации он впервые взял кисть в зубы. Сначала это были простые раскраски, а со временем удивительные живописные полотна, полные света и оптимизма. Творчество заглушило боль, заглушило плохие воспоминания. Вот я в этот момент только хорошее помнил, что вспоминал детство, там, маму, бабушку, там, как там играл, как бегал.
Все, вот, а ничего плохого. И уже не хотелось выходить из этого мира, возвращаться обратно, где есть боль, где есть понимание, что у тебя нет там рук, что, как тебе дальше жить. И я вот таким образом начал потихоньку рисовал. Творческую деятельность Евгений начал в 2018 году. Уже через год стал членом Тольяттинского творческого союза художников «Солярис». Сегодня его картины хранятся в Музее истории современного искусства в Москве, в библиотеке президента Российской Федерации и в частных коллекциях по всему миру. Художник создал более 700 картин, из которых в экспозиции представлено около 50. Он рисует в технике масляной живописи, передавая всю глубину и выразительность образов. Выставка организована филиалом Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Чеченской Республике при поддержке Министерства культуры региона. Это хороший пример для наших участников СВО, которые вернулись с различными заболеваниями, получили инвалидность, что жизнь продолжается, что человек может творить. Наш художник Евгений Кудашов, он, как мы знаем, получил очень тяжелые увечья, но он продолжает творить, рисует зубами. Я думаю, что это хороший пример для наших ребят и вообще для нашего подрастающего поколения. В рамках выставки Евгений встретится с ветеранами СВО, которые проходят реабилитацию в Чеченской Республике. Он проведет для них творческие мастер-классы и поделится личным опытом преодоления трудностей через искусство. Он нашел себе силы рисовать ртом. И это такой вызов и показатель, что человек очень силен духом, и через вот эту силу духа он творит, создает. И здесь от себя лично и от Союза художников мы решили наградить Евгения высшей наградой Союза художников Республики медали имени Петра Захарова. Мы знаем, Петр Захаров тоже прожил очень трагическую, сложную жизнь, но, несмотря на это, не сдался, стал одним из лучших выпускников Академии Репина. И мне кажется, судьба нашего Евгения товарища, она очень схожа. Поэтому мы решили его тоже наградить, поддержать таким образом. Подобные инициативы помогают ветеранам обрести новые смыслы и силы для дальнейшей жизни. Евгений Кудашов показывает, что нет ничего невозможного, если есть желание и воля. Мадина Кураева, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Луганске проходит фестиваль по спортивной борьбе, посвященный трехкратному олимпийскому чемпиону Бувайсару Сайтиеву. Турнир собрал около 400 спортсменов из разных регионов России и новых территорий. Как проходили поединки, расскажет Мадина Кураева. Профессионалы показывают различные приемы, отрабатывают сложные элементы и настраивают атлетов на победу. В Луганском манеже проходит фестиваль по спортивной борьбе. Быстро сокращая дистанцию с оппонентом, борец из Беловодска Никита Петрусенко действует по четко отработанной схеме. Сначала изматывает противника в стойке, а потом проходит в ноги. Первый раз приехал на соревнования по вольной борьбе. Обычно я по греко-римской. Пока что буду познавать новые упражнения, учиться чему-то. Пока что сложно, нужно привыкнуть. Спортсмены борются по периодам. Продолжительность каждой схватки не больше 6 минут. Бой может завершиться досрочно, если один из участников уложит соперника на лопатки и удержит его в течение 3 секунд. За звание лучших здесь борются 400 спортсменов из 10 регионов России. В столицу ЛНР приехали борцы из Запорожской и Херсонской областей, Воронежа, Ростова-на-Дону, Крыма, ДНР и Чеченской Республики. Жители Луганска уже привыкли бороться или отстаивать свои политические права. Теперь интересно, как они проявят себя на борцовском ковре. Это интересно. Чемпион России по вольной борьбе Асадуллах Джангаров приехал на соревнования в Луганске впервые. Турнир посвящен кумиру, самому титулованному борцу в мире Бувайсару Сайтиеву. Сегодня парень выступает в весовой категории до 74 килограммов, в той же, в которой выступал трехкратный олимпийский чемпион. Мечта, как у всех борцов, это Олимпийские игры. Я сейчас просто побороться в его весе. В борьбе я могу себя проявить со всех сторон. Вообще мотивирует меня борьба. Поддержать участников приехали бойцы спецназа «Ахмат». Многие спортсмены знакомы им лично. В прошлом году, благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в республике открыли 3 новых спортивных зала – в Первомайске, Стаханове и Лисичанске. Посчитайте, сколько здесь ребят приехало, сколько здесь ребят болеющих приехало. Когда в спортзал заходишь и смотришь на этих юных ребят, которые занимаются, это будущее нашей России. Турнир проводит уже во 2-й раз. С каждым годом
количество участников растет. Прошлого соревнований у нас и прибавились ребята на по вольной борьбе, потому что тут вольная борьба не было, восстановить надо было. Я надеюсь, сейчас вот так покажем и на уровне мы будем бороться. По итогам лучшие получат медали и кубки, а победитель весовой категории до 74 килограммов еще и денежный приз. После соревнований победителей ждут интенсивные тренировки. Они начнут подготовку к первенству России по вольной борьбе. Турпа, Лолита Исумов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.